По-настоящему праздничное настроение царит в это воскресенье в Инарки. В селе сегодня играют 4 свадьбы. Один из свадебных кортежей обязательную остановку делают у избирательного участка, открытого в местном доме культуры. Свадьба, конечно, одно из самых главных событий в жизни каждой девушки, но не менее важно не забыть о своем гражданском долге. К принятию своих избирателей 508-й участок готовился как к большому празднику. Кроме подарков, организаторы подготовили насыщенную концертную программу. Веселый настрой и хорошее настроение, как эстафета, передаются и самим избирателям, которые охотно приходят на участок. Уже который раз свой бюллетень в урну опускает и Замира Евлоева. Что вы ждете от выбранного кандидата? Думаю, что это в будущем станет для нас каким-то плюсом для нашего будущего. И надеюсь, что наш выбор, который мы сделаем, это будет именно тот выбор, который нужен для нас. Местное самоуправление таким образом устроено, чтобы через своих депутатов население могло бы представлять свои интересы, озвучивать свои потребности и их выше передавать в общем, из муниципальных властей, чтобы информацию узнавали республиканские, федеральные и так далее. Так что, безусловно, это очень важно. Польза депутатов, безусловно, именно в этом, в том, чтобы они транспортировали потребности снизу вверх и сверху вниз, какие возможности для этого есть. Люди все приходят, и к тому же сегодня у нас воскресенье, после свадьбы, после торжеств идут люди, после обеденное время идут лучше. В Малгобеке выборы проходят не менее волнительно, а тех, кто принимает участие впервые, радуют презентами. Хава Хамчиева недавно отпраздновала 18-летие, решила воспользоваться своими правами и проголосовать за самого достойного, по ее мнению, кандидата. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина выразить свою позицию, выбрать нужную партию, так как в дальнейшем эта партия будет продвигать наши идеи. Люди потихоньку подходят, зная, что эти выборы очень важны для нашей республики, потому что это региональные выборы. Надеюсь, что избиратели верный путь выберут для процветания нашей молодой республики. Алдеяқыл болбай хақыр бар, депутаты же, масы барги же, барт болж, могуж долж, война, хоз, нуақостыл долж, дахар, берз, барт долж холт. Из 126 избирательных участков, открыто по всему региону, 21 распахнул двери в Малгобеке. Они открыты в Доме культуры, в образовательных и даже дошкольных учреждениях. Так и в детском саду «Радуга» за 2 с лишним часа после открытия уже успели проголосовать около 100 человек. Сегодня активность, я бы сказала, есть у избирателей, они приходят, голосуют и, конечно, дают свои голоса за достойные партии. Комната для молитвы, матери и ребенка, медпункт. На каждом из участков организаторы создали самые комфортные условия для всех избирателей, а также приняты все необходимые меры для общественной безопасности. Все участки оборудованы металлодетекторами, на страже порядка и сотрудниками правоохранительных органов, а за чистотой выборов внимательно следят общественные наблюдатели. Приятно видеть наших пожилых людей в таком духе. А вы знаете, у меня еще душа молодая. Да, оно так и должно быть. А у кого-то выборы проходят прямо на дому. Геолог по профессии, заслуженный нефтяник. 82-летняя Валентина Темникова всю жизнь проработала на благо своего родного города, Малгобека. И очень надеется, что выбранный кандидат оправдает все ее ожидания на должности местного депутата. Хотела бы, чтобы город просто стал, более обширный, объемный, чтобы, знаете, все же промышленность здесь надо держать в руках. Никогда не надо, чтобы наши НГДУ и бурения замолкли. Надо продолжать бурение. И как геолог я говорю, что у нас нефть есть в Малгобеке. Ее надо оттуда достать, во что бы то ни стало. Если хотим, чтобы благополучно рос наш коллектив, молодежь, значит, нужно, чтобы рабочие должности были. С ящиком для голосования и сладкими презентами сотрудники Малгобекской администрации заглянули к Хасану Гуражеву. Ветеран тыловик в этом году отмечает свой 90-летний юбилей.
Декады. Всего кандидатами в депутаты городских и сельских советов зарегистрированы 824 человека. Из них 723 выдвинуты политическими партиями, 101 кандидат самовыдвиженец. По итогам выборов предстоит замещение 456 депутатских мандатов. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.